Бесчинства правоохранительных органов продолжаются. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как страдают заключенные люди. Очередное судилище в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Оппозиционные группы Таджикистана объединяются, чтобы вместе противостоять растущим репрессиям. Правозащитники выражают обеспокоенность судьбой заключенного в тюрьму адвоката Абдулмаджида Ризоева. Утверждается, что к Ризоеву не пускают родственников на протяжении почти 4 месяцев. Абдулмаджид Ризоев осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Сам Ризоев настаивает на своей невиновности, заявляя, что никогда не поддерживал экстремистские взгляды. Бельгийская неправительственная правозащитная организация и Международное партнерство за права человека заявила, что Ризоев не имеет возможности встретиться со своими адвокатами с 11 августа, и с 4 сентября его родственникам не дают разрешения на свидание с ним. Как вы относитесь к таким бесчеловечным законам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Только за прошлый год Таджикистан были вынуждены покинуть около 20 журналистов. Власти блокируют оппозиционные сайты и усиливают цензуру в интернете. Международное партнерство за права человека выражает поэтому свою обеспокоенность тем, что отсутствие у Ризоева возможности встретиться со своими защитниками и родными увеличивает угрозу того, что это может быть использовано для применения в его отношении пыток и жестокого обращения. Ризоев был осужден лишь за то, что свободно выражал свое мнение, и поэтому должен быть немедленно и без каких-либо оговорок освобожден, заявляют в этой организации. По словам правозащитников, Ризоев был приведен в конце августа в тюрьму номер 3/5, и после этого просьбы его родственников о свидании с ним от 14 сентября и от 15 октября остались без ответа. Только лишь 30 октября администрация тюрьмы сообщила адвокату Ризоеву о том, что он находится в штрафном изоляторе, якобы за нарушение тюремных правил. Однако при этом нет никакой информации, что в тюрьме на самом деле произошло и была ли дана Ризоеву возможность защитить свои права. Заключенные, которые помещаются в ШИЗО, лишены права звонить по телефону и на свидание с родственниками. Власти до настоящего времени не прокомментировали заявление Международного партнерства за права человека по Ризоеву. Репрессии усиливаются с 2012 года. Эмомали Рахмон зачищает оппонентов, чтобы передать власть преемнику. Политическая ситуация, которая сейчас в Таджикистане, подстраивается под сына Эмомали Рахмона. И я думаю, все, что сейчас будет делаться со стороны режима, это пиар сына Рустама Эмомали. 26 ноября специальный докладчик ООН по правам человека связался с таджикскими властями и выразил обеспокоенность судьбой Ризоева и вынесением ему судебного приговора. А как вы относитесь к тому, что власти никак не реагируют на то, что происходит в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!